Здравствуйте, меня зовут Черкова Марьела, я ученица 2 класса. Тема «Грамотное использование лес бережет». Вторая жизнь газеты. Актуальность. С каждым годом потребность бумаги увеличивается, а запасы древесины, из которых мы получаем, уменьшаются. Для того, чтобы получить пачку газет шириной около метра, нужно срубить взрослое дерево высотой 10-12 метров. Очень жалко, деревья умирают ради газет и журналов. Ведь люди, прочитав их, просто выбрасывают. Но посмотрев на эти газеты, мне что-то захотелось сплести, чтобы эти газеты не выбрасывались, а приносили пользу. Мне захотелось из этих газет сплести карандашницу. Цель – освоить технику плетения из газетных трубочек, научиться мастерить изящные и полезные вещи, испытать и почувствовать радость от творчества, изучить историю технику плетения, освоить простейшие приемы из плетения из газетных трубочек, утилизировать старые газеты, применяя творчество и фантазию, проанализировать проделанную работу. История техника плетения известна с давних времен. Плетение из газетных трубочек. Используются все приемы из лозы или соломы. Идея использовать вместо лозы бумагу, ведь надлежит восточным мастерам Кореи и Японии. Эти народы славятся любых бумажных техник от оригами по папье-маше. В 21 веке плетение из газетных трубочек – популярное хобби. Его ценят за его доступность, ведь старые газеты и журналы ничего не стоят. Напротив, их использование дома избавляет дом от макулатуры. Инструменты и материалы. Для карандашницы необходимо 2 штуки картона, газеты, клей, краски, лак. Я использую другие инструменты: спицу, ножницу, кисть, экологическое обоснование. Мое изделие не принесет окружающей среде вред. Изделие долговечно, материал, используемый при изготовлении, вреда здоровью и окружающей среде не принесет, так как я использую старые газеты. Ход работы. Сначала изготовляем трубочки из газет. С квадратной основой клеем с каждой стороны по 6 штук. И потом сверху клеим второй картон. И ставим тяжелый предмет и оставим на ночь. Потом, когда снова высохнет, поднимаем все трубочки вверх, соединили 3 трубочки, чтобы получилась длинная трубочка, сложили ее и начинаем плести веревочкой. Плетем до нужной высоты. Заправляем все трубочки внутрь, сделаем по кругу. Осталось покрасить, можно использовать акриловые краски, но я использовала гуашь. Когда краска высохнет, покрываем лаком. Вот такие изделия можно сделать из газетных трубочек. Вот улитка-семья, подставка под стаканом, конфетница, корзина для мелочей и карандашница. Спасибо за внимание.